радостно и грустно. Последний звонок звучит для всех по-разному. Привычный образ жизни, который расписан буквально по минутам, с домашними заданиями, переменами, уроками, сегодня закончился. 11 лет учебы прошли как мгновение. Это последний раз, когда выпускники собрались все вместе. Здесь по традиции все внимание и аплодисменты виновникам торжества. Свои танцевальные, музыкальные подарки старшеклассникам посвящают учащиеся помладше. В добрый путь выпускников провожают и первоклашки. Вам спешить не нужно на урок. День сегодня значимый, прекрасный. Прозвенит последний ваш звонок. На глазах незваные слезинки. И слышны хорошие слова, светлые, веселые улыбки, пожелания счастья и добра. Свершений в учебе и успехов в будущем выпускникам младших и старших классов пожелал и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Если для старшеклассников школьная пора позади, то младшеклассники только начинают свой путь. Вы наше будущее. Вы то будущее, которое заменит тех же преподавателей ваших, которые вам дают знания. Сегодня надо благодарить родителей. Вы такие красивые. Все. И учителей своих, которые вложили знания свои, душу свою. И поэтому счастливые люди вы сегодня. В действительности. Я знаю, что у нас объединенная тут ситуация. 4-я школа, лицей. Но я вам обещаюсь, 4-я школа, она скоро переедет. Ну вот, после выпуска. Я думаю, к следующему сентябрю первый звонок будет уже в 4-й школе. Там она, в принципе, готова, но некоторые вещи надо делать так, чтобы вам не мешать учебному процессу. Там должно быть сделано все. Процесс учебы не должно там быть. И там это сделают. Вот эта 2-я смена, которая учатся дети, она у вас уйдет. Но самое главное, сегодня для вас открывается весь мир. А дальше самое важное, чтобы вы себя нашли в жизни. Кем вы хотите стать, мыслей сейчас много. Но в то же время хочу вам сказать, что жизнь настолько прекрасна и добра, что надо все направления посмотреть. У нас сегодня не хватает педагогов. Да, педагогов. Хороших педагогов. Понимаете? Нам надо облегчить труд педагогов. Облегчить их. И техническое оснащение. Я думаю, Исят Ибрагимовна в этом плане работает, министерство в целом, и будет и дальше помогать вам. И в этой части хочу сказать, что у нас сегодня не хватает много работников культуры. Мы даже, я знаю, что нам дают бюджетные места, это я на перспективу вам говорю. Вот, вы сегодня вот хор пел, думаю, ну, наверное, когда-нибудь директором филармонии, режиссерами, актерами, чтецами, поэтами, писателями, художниками. Это большая работа тоже. Историю надо знать. Ее у нас исковеркали. Настолько каждый на что горазд. Поэтому сегодня прозвучавший гимн «Россия нашей Родины», нашей малой Родины, Ингушетии, он должен на вас навеивать ответственность, сегодня ответственность. Хоть вы такие молодые, красивые, но все-таки. А так, педагогов хочу поздравить с выпуском. Весь труд, который вложили, он вернется вам. Когда вам будут писать, звонить, благодарить вас. Мяш могуш долыш, шайнана дух лезешь. Царь яхардеш, учитель яхардеш. Мудр царь амдядача, мяш халч, мяш дахт. Напутственные слова сегодня в лицее звучат отовсюду. Поздравила ребят с последним звонком и министра образования и науки Республики Эсет Бокова. Дорогие ребята, сегодня знаменательное событие в вашей жизни. Сегодня вы завершаете обучение в средней школе.
Впереди государственные экзамены, которые, я уверена, вы достойно пройдете. А ваши родители и педагоги, которые на протяжении 11 лет сопровождали и поддерживали вас, будут довольны, горды результатом. Дорогие ребята, будьте счастливы и никогда не забывайте о прекрасной поре школьных лет. Еще совсем юные и в предвкушении новой взрослой жизни. Чаще всего выпускники выбирают информационные технологии и экономику. Сальма Парова претендует на золотую медаль. Она упорно училась, чтобы в будущем стать политологом. Но вот радости не так много. Проучиться здесь столько лет, уже обзавестись друзьями, знакомыми, даже по учителям я буду скучать, потому что это уже как вторая семья. Скучать я, наверное, больше всего буду по долгожданным переменам, потому что именно на переменах мы общаемся друг с другом, веселимся, узнаем что-то новое, помимо школьной программы, которую нам уже дают. Сейчас для выпускников наступает нелегкая пора. 11 или 9 насыщенных и ярких лет в жизни позади. Все равно грустно, уже приелась какая-то любовь к учителям, с одноклассниками будет тяжело расставаться. Плюс, учитывая то, что я после 9 класса ухожу, переезжаю в другой город, поступаю в колледж, поэтому, да, отчасти тяжело. Последний день в школе у нас был довольно-таки насыщенным, потому что, как правило, обычно мы проводим репетиции к последнему звонку. И вчерашний день мы провели по традиции, как обычно, собрался весь класс в этот день. У меня очень много воспоминаний связано с этим днем, чему я очень рада. Всего же в этом году в Ингушетии школьные стены покидают свыше 2000 11-классников и 6500 девятиклассников. Лицей выпускает 16 будущих абитуриентов. 3 из них – золотые медалисты. Кажется, больше, чем выпускники, грустят их классные руководители. За 9 лет обучения своих учащихся, конечно, я к ним привыкла. Хочу пожелать нашим выпускникам, чтобы компасом для них служило мудрое и чистое сердце. Мои подопечные, самые лучшие мальчики и девочки. Мой 9 А-класс. Я очень буду по ним скучать. И вот конец праздника. Звучит тот самый последний звонок. Хава Газикова, Хамзат Халухоев. Новости 24.